с большим содроганием. Помню, у нас учительница была, вот Елена Степановна Битуева, она закончила как раз Бурятский государственный институт, молодая девушка приехала, значит, преподавать бурятский язык. И вот она была, ну, такая волевая девушка была, ходила с такой длинной линейкой. Значит, и вот, я помню, мне буква «Х» никак не удавалась. Значит, ну сами понимаете, когда ты вообще не знаешь бурятский язык, а тут еще заставляет букву «Х», значит, выговаривать. И вот мне запомнил до сих пор слово, значит, «загаган». Я читаю, значит, «загаган». Значит, она говорит, нет, «загаган». Значит, я опять «загаган». Раз и линейку получаю. И вот таким образом меня приобщили к бурятскому языку. Я вот 8 лет изучал литературный бурятский язык. После 8 класса мы писали диктант. Я тогда справился на отлично. Все-таки линейка, она сыграла свою роль. Значит, я помню, что действительно, это потом я сейчас, когда вспоминаю, вот я сегодня для того, чтобы не забыть литературный бурятский язык, вот открывая газету «Бурят Дневник», часто ее читаю, чтобы все-таки те навыки приобретенные, они не потерялись. К сожалению, конечно, мы сегодня сами, значит, родители, наверное, сами виноваты в том, что мы вот с вами дома, значит, сами не приобщаем своих детей, своих внуков к бурятскому языку. Вот недавно у меня тоже невестка, значит, мне говорит, значит, моей супруге, говорит, Зоя Цибиковна, вы поможете научить сына, значит, бурятскому языку. Она у меня русская невестка. Она говорит, с удовольствием, говорит, значит, так. И вот я думаю, что вот если мы с вами, каждый из нас в семье будет приобщать своих детей, своих внуков к языку, тогда, конечно же, мы с вами будем знать свой родной язык, а через язык мы узнаем, значит, все знания, значит, о нашей культуре, о нашем прошлом. Я думаю, что и у нас будет будущее тогда. Поэтому вот газета «Бурят Дневник» как раз должна сыграть в этом, как бы, ну, передовую, что ли, роль, чтобы действительно вот каждая семья, которая, я не говорю только о бурятских семьях, я говорю о всех жителях, которые проживают на территории Бурятии, потому что я считаю, что каждый житель Бурятии, кто бы он ни был по национальности, я вот сегодня смотрю в зале, пришли, значит, представители национальных культур, это совершенно правильно. Должны и знать, ну не может быть, не надо знать литературный язык, но надо знать, значит, хотя бы разговорный язык, потому что сегодня, если мы уезжаем жить во Францию, мы вынуждены с вами знать французский язык. То же самое в Америке. И поэтому я считаю, что это закономерно и логично будет, если мы с вами, значит, все живущие здесь, будем знать хотя бы разговорный язык. Я думаю, газета «Бурят Дневник» в этом, значит, должна сыграть существенную роль. Я со всей души поздравляю всех наших юбиляров с таким событием в жизни. Вот у нас есть приветственный нации, который я хочу вручить. И хочу еще вручить вот часы, чтобы редакция газеты никогда не отставала от времени.